Вице-премьер правительства Северной Осетии Виталий Зангионов собрал очередное заседание антинаркотической комиссии, где подвели итоги уходящего года. На встрече заслушали доклады, касающиеся результатов работы Министерства труда и социального развития по решению задач немедицинской реабилитации наркоманов. Также было решено возобновить проведение эпидемиологических обследований детей и подростков для формирования группы риска. О том, как борется с наркопреступностью в Моздокском районе, рассказал Руслан Адырхаев. По словам председателя районной антинаркотической комиссии, сегодня самым острым из вопросов является распространение лирики и бакласана. В ходе недавней проверки ряд аптек привлекли к ответственности за незаконную реализацию наркотических веществ. Александр Шевалье, заместитель председателя антинаркотической комиссии, рассказал о законопроекте, который поможет наиболее эффективно бороться с новыми наркотиками. В первом чтении законопроект в Государственной Думе рассмотрен, и о наделении полномочий ФСКН приостанавливается, быстро приостанавливать. Не так, как пройти процедуру в течение года, чтобы внести в перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю, а именно приостанавливаются новые виды. Выявили, то есть достаточно быстро приостановили, и за реализацию данных препаратов, даже не входящих в перечень, то есть будет введена и уголовная ответственность. Общий объем доходов городского бюджета в 2015 году составит 3 миллиарда 600 миллионов рублей, что на 300 миллионов меньше запланированных расходов. Об этом на публичных слушаниях по бюджету города на будущий год рассказал начальник финансового управления мэрии Владикавказа Казбек Цоков. Во встрече приняли участие депутаты, представители общественных организаций, ученые и эксперты. Как и в прежние годы, бюджет города продолжает носить социальную направленность. В следующем году на образование планируют потратить почти 2 миллиарда рублей, что составляет более половины от общего объема бюджета. В понедельник утром во Владикавказе произошло дорожно-транспортное происшествие на углу проспекта Даватора и улицы Гагарина. Не обошлось без жертв. По данным следствия, водитель белого Hyundai Solaris превысил скорость, проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2107. В результате столкновения иномарку отбросило в сторону тротуара, где люди собирались переходить дорогу. Под колесами иномарки оказалось 3 человека. 27-летний водитель пребывает в шоковом состоянии. В соответствии с законом ему грозит до 5 лет лишения свободы. К сожалению, это не первый погибший пешеход на дорогах нашего города, и если статистика смертей по вине самих пешеходов еле заметно уменьшается, то погибших по причине нарушений ПДД не становится меньше. В результате данного дорожно-транспортного происшествия девушка скончалась на месте. Одна несовершеннолетняя ученица 11 класса доставлена в детскую республиканскую больницу, и мужчина доставлен в республиканскую больницу города Владикавказ с различной степенью тяжести. Выявить и поддержать талантливую молодежь. Именно с этой целью в республике уже в 4-й раз проходят малые дельфийские игры. В конкурсе принимает участие молодежь в возрасте до 25 лет. Основные номинации – музыка, танцы, театр, изобразительное искусство, кино и журналистика. В жюри видные деятели культуры и искусства. Конкурсная программа продлится 4 дня и завершится праздничным гала-концертом. Победители республиканских игр войдут в сборную Северной Осетии и представят республику на 13-х молодежных дельфийских играх России. В этом шикарном здании проводится, в здании колледжа искусства имени Гергиева, проводится у нас по номинациям фортепиано, народные инструменты, баян, аккордеон, гармошка, струнные инструменты и академический вокал. В Нотно-музыкальной библиотеке открылась выставка «Артзашт». 9 молодых остинских художниц факультета искусств СОГУ подготовили особенную экспозицию. Объединить все народы мира – вот главная задача этой нестандартной выставки. В работах перекликаются орнаменты осетинской, армянской, русской и многих других культур. Направления самые разные – декоративно-прикладное искусство, вышивка, стекло, керамика, роспись бутылок и плетение. А в центре зала современная интерпретация традиционного очага. Именно он хранит тайну, кладезь традиций и обычаев некогда великого народа. Этнокультурная выставка продлится в течение месяца. Целью данного проекта является маленького, но очень, я думаю, теплого и важного проекта является идея объединения нашего очень большого количества народов, населяющих нашу республику, показать, лишний раз подчеркнуть наше гостеприимство, нашу толерантность, нашу такой вот объединяющий центр, который символизирует мир, добро, созидание на Кавказе.